В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Коротко о темах. Ваши деньги заморожены. С 1 июня Росфинмониторинг получил новые полномочия и теперь блокирует переводы россиян по всей стране. Узнаем подробности о новых правилах. Новая профессия, новые возможности. Бесплатное обучение на электромонтера открывает двери в мир востребованных специальностей. Узнаем, кто может воспользоваться уникальным шансом. Торжественные моменты, волнующие эмоции. В Нерюнгри состоялось вручение дипломов выпускникам Южно-Якутского технологического колледжа. Великая Лена – источник жизни и вдохновения. Ленск в 12-й раз отпраздновал День реки, наполненный обрядами, музыкой и танцами. Отправился на охоту, а вернулся с утятами. Невероятная история произошла с одним из жителей Якутска. Вместо дичи он получил целое семейство. Спрос на международные грузоперевозки в Якутии за год вырос более чем в 2,5 раза, на 170%, сообщают эксперты Авито Услуг. Только за май интерес к доставке грузов из-за границы увеличился на 50% по сравнению с апрелем. Якутия заняла второе место по темпам роста спроса на Дальнем Востоке, уступив лишь Сахалинской области, где рост составил 850%. Несмотря на возросший спрос, средние цены на грузоперевозки в регионе остались стабильными. Внутригородские перевозки от 1500 рублей, междугородние от 2500 рублей, международные от 4500 рублей. Сегодня на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства обсуждался один из главных вопросов сохранения дорожного полотна на федеральных и республиканских трассах. Главными виновниками закрытия трасс является большегрузная техника, которая работает на строительстве и на добывающих предприятиях. Зачастую эти предприятия пренебрегают ограничениями по грузоподъемности и габаритам. Одним из решений, которые мы предлагаем, это, например, установка весов на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, это песок, гравий, щебень, при выдаче лицензий недропользователям, например. Либо изменение все-таки графика производства работ, закупа и доставки инертных материалов, стройматериалов именно в период максимальной промерзания грунта и максимальной толщины льда на ледовых переправах. Более 180 адресных посылок доставлено военнослужащим из Якутии, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил главный координатор якутских опорных пунктов в зоне СВО. За прошедшую неделю сотрудники опорных пунктов совершили более 20 выездов в прифронтовую зону. Помимо посылок, в подразделения, где служат якутяне, переданы автомобили, запчасти к технике, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, включая антидроновые ружья. Также сообщается о ремонте техники и транспортной поддержке делегации Жиганского района. С 1 июня этого года Росфинмониторинг получил право блокировать переводы россиян. Жители по всей России стали сталкиваться с блокировкой своих счетов при попытке перевести средства или при получении крупных сумм. В основном это происходит, когда банки подозревают те или иные операции на действия мошенников. Что необходимо сделать, чтобы снова разблокировать свой счет? Подробнее об этом в сюжете Тимура Колмогорова. В России усиливается борьба с телефонным мошенничеством. С прошлого года банки обязаны отслеживать все переводы клиентов и блокировать операции с подозрительными признаками. В 2024 году внесены поправки в закон и расширили полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. С 1 июня этого года ведомство получило право приостанавливать переводы банковских клиентов, содержащие признаки мошенничества в рамках антитеррористической защиты. При этом банки незамедлительно уведомляют клиента с объяснением причины блокировки.
Что является подозрительными операциями? Подозрительными операциями является, когда очень много несанкционированных оплат поступает на счет. То есть это не говорится о том, что вам там заработную плату начислили, и вдруг у вас счет заблокировали. Это, говорится, переводы от частных и иностранных лиц на ваш личный счет или на счет вашего, на счет индивидуального предпринимателя, да, юридического лица, но чаще всего все-таки попадаются физические лица, да, со статусом индивидуального предпринимателя, да, и счет блокируется. Сейчас банки ориентируются на объемы списаний и зачислений на сумму более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. То есть блокировки прежде всего будут затрагивать организаторов преступных схем. Но при этом право закрыть переводы с карты на карту есть у банков и платежной системы. С блокировкой может столкнуться любой законопослушный клиент, если операция имеет сомнительные признаки. У всех банков есть доступ к этой базе данных. Обновление базы данных проходит ежедневно. База формируется на основе сведений, полученных от банков и других участников информационного обмена, например, некредитных финансовых организаций, страховых компаний. Они по закону обязаны противодействовать переводам, которые происходят без согласия клиента. При этом банк обязан это сделать, если в базу данных Банка России поступила информация от Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это значит, что правоохранительные органы по факту обращения пострадавшего уже занимаются расследованием факта мошенничества. Для разблокировки счета в первую очередь необходимо обратиться с заявлением в свой банк или напрямую в Банк России. Вместе с этим необходимо предоставить обоснования проделанных операций в виде копий договоров или объяснений в письменной форме. Самое главное – это доказательство обоснованности выплаты вам денежных средств и доказательство обоснованности перечисления вами денежных средств. Поэтому мы запрашиваем у, соответственно, предоставителя услуг договор, счет на оплату, соответственно, отчет, допустим, или акт выполненных работ, и все это предоставляем в банк. Лучше это сделать заранее. В течение 15 рабочих дней Банк России рассмотрит заявление и на основе предоставленных обоснований примет решение о разблокировке счета. Специалисты банка отмечают, что для самостоятельной защиты своего счета граждане могут оформить самозапрет на кредиты и займы. Тем самым они могут обезопасить не только себя, но и своих родных от действий мошенников. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. 8 июля в Национальной библиотеке Якутии состоятся бесплатные юридические консультации, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. С 2 часов дня жители республики смогут получить консультации специалистов по широкому кругу вопросов: права детей, социальные пособия и материнский капитал, а также образование, опека и попечительство, жилищные, земельные и наследственные права. В консультациях примут участие представители адвокатской и нотариальной палаты Якутии, уполномоченные по правам ребенка, сотрудники Социального фонда России, а также специалисты органов опеки и ЗАГСа. Все лучшее детям. Именно под таким девизом сегодня работают специалисты Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в центре, построенном на средства Алроса, проходит реабилитацию более 3000 детей. Центр работает в Якутске вот уже 7 лет, помогая восстанавливать здоровье детей в самых комфортных условиях. Подробнее в следующем материале. Сегодня в Якутии проживает около 8000 детей-инвалидов, из которых 70% нуждаются в полноценной реабилитационной помощи и абилитации. Именно с этой целью в 2018 году в городе Якутске открылся Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, построенный на средства Алроса. Новый центр подарил надежду тысячам родителей в оздоровлении детей и адаптации их к бытовой, общественной и профессиональной жизни. 18 января 2018 года мы приняли где-то 20 детей только на реабилитацию, потому что еще шло формирование штатов. На сегодняшний день к нам за один раз приходит 202 ребенка. Кроме того, еще по программе обязательного медицинского страхования год у нас проходит 500 детей. И спасибо, конечно, наш центр с самого начала очень хорошо оснащен. И по разным программам сейчас, конечно, мы его с любовью добавляем.
Специалисты центра точно знают, как найти подход к ребенку. Реабилитация здесь – это игра. С помощью нее ребенок учится говорить, развивает мелкую моторику, социализируется и учится понимать свои эмоции. Такая методика показывает высокую эффективность, отмечает логопед Кюнней Климова. Однако нельзя забывать, что эффект от реабилитации и результат работы с ребенком зависит также и от самих родителей. Родитель должен тоже помогать, он является полноценным участником занятий, так как он так будет помогать и направлять ребенка. И также я создаю и провожу мастер-классы для родителей. Там я раскрываю, как из подручных средств, например, стаканчиков, прищепок, можно создавать увлекательные игры дома. Центр – один из немногих в России учреждений, которые проводят комплексную социально-медицинскую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Открытие этого уникального центра ждали многие семьи со всей республики. К примеру, Андрей Куприянов с сыном Никитой приехали в Якутск из Алдана по квоте. Он отмечает, что после реабилитации состояние Никиты сразу стало улучшаться. Да, реабилитационный, у меня Никита мало, говорит, начинает потихонечку, все больше и больше, так вот, говорит. И мы, говорю, что планируем даже много раз сюда посещать реабилитационный центр этот. Плавание нравится, вот логопедом заниматься тоже нравится. Все, которые есть, у меня все занимаются с удовольствием. Чужой беды не бывает. Алроса, являясь социально ориентированной компанией, выделила средства на строительство центра, где созданы все условия для психолого-педагогической, социальной, медицинской, физической реабилитации маленьких пациентов с ментальными, речевыми, слуховыми нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Возможности центра позволяют интегрировать работу разных специалистов и различных методик реабилитации. Это отмечает и Катрин Балакшина, которая занимается со своим ребенком в центре. Мама считает, что для ребенка разнообразие занятий очень важно, а это комплексный подход, который самостоятельно обеспечить нелегко. Конечно, это очень такое благое дело, я считаю. И очень радостно, что у нас в Якутске, в шаговой доступности есть такой центр. Алроса заложила фундамент, и сегодня центр продолжает развиваться и совершенствовать методику. Специалисты выезжают в районы, обучают родителей, обмениваются опытом и постоянно совершенствуются сами для будущих возможностей детей, нуждающихся в помощи. Здесь уверены, что у каждого подопечного есть свои таланты и потенциал, которые им нужно помочь раскрыть. И важно сделать все, чтобы они ощущали себя просто детьми. Власий Сергеев, Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Бесплатное обучение с перспективой новой профессии. Кто может воспользоваться уникальной возможностью стать электромонтером? В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» стартовало профессиональное обучение по специальностям IT-сферы и строительства. Подробности в сюжете Степана Черненко. В промышленном техникуме сейчас проходят краткосрочные курсы, которые продлятся 144 часа. 8 курсантов собрались здесь, чтобы получить техническое образование, а некоторые из них даже приехали из Анабарского района. Игорь Слепцов живет в Якутске. Раньше был товароведом, но с переходом на другую работу ему нужно было освоить профессию электромонтажника. В центре занятости Игорю рекомендовали пройти краткосрочный курс в Якутском промышленном техникуме. Обучаюсь уже полмесяца. За это время мы прошли основные схемы подключения электроприборов. Электромонтеры, автослесари, сварщики, стропольщики в рамках нового национального проекта «Кадры» разным рабочим профессиям обучают бесплатно. Курсы доступны для пенсионеров, инвалидов, безработных, ветеранов боевых действий и домохозяек. По окончании обучения слушатели получают свидетельство о присвоении квалификации, открывающее новые возможности на рынке труда. За 4 года наш центр обучил более 3000 людей, жителей нашей республики, по таким востребованным профессиям в сфере медицины, IT, транспорта и других. С этого года упор идет на подготовку кадров под заказ работодателей в реальном секторе экономики.
Специалисты Центра опережающей подготовки с 2021 года активно работают с Центром занятости населения. Заявки на обучение подаются через портал «Работа в России». Будущий работник должен иметь регистрацию на госуслугах. И уже на портале можно оставить свою заявку на интересующуюся должность. Например, 22 работника Якутдостроя намерены обучаться на профессию автокранщика. Ну, крановщики, да, они всегда нужны. И это, чтобы взаимозаменяемо было. Потому что работа постоянно кипит. И если кто-то, допустим, заболел, не может там на работу идти, чтобы взаимозаменяемо это все было, чтобы один мог заменить другого. Краткосрочные курсы проводятся не только в Якутске, но и в Нерюнгри и в Нижнем Бестяхе. В этом году запланировано обучить 400 человек. Кстати, за 5 лет более 3000 человек освоили новые профессии, трудоустроились в предприятиях и некоторые открыли свое дело. Степан Черненко, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Совсем скоро коллективы промышленных предприятий и медицинских организаций Алданского района пополнят новые сотрудники. Студентам политехникума и медицинского колледжа были вручены дипломы. Легкого старта в профессию вместе с преподавателями и выпускникам пожелали и наши коллеги. Более 220 обучающихся Алданского политехникума были отчислены. Столь массовое исключение из учреждения среднего профессионального образования состоялось в связи с успешным завершением обучения и получением дипломов. Учеба закончилась, пора экзаменов миновала, и уже бывшие студенты готовятся приступить к профессии. Церемония вручения дипломов состоялась в актовом зале кузницы кадров. Я хотела бы сказать, что Алданский политехнический техникум – это действительно хорошее заведение, где дают качественные знания, где тебя слушают, где тебя слышат. И мне очень повезло с группой. Все ребята были такие какие-то как родные. И мы быстро нашли общий язык, и на протяжении 3,5 лет мы шли просто как одна семья. Строгую торжественность момента пронизывали самые разные эмоции. Желая ребятам легкого старта в профессию, благополучия и больших побед, кураторы и преподаватели с трудом сдерживали волнение и легкую грусть. Сложный и тернистый путь в профессию наставники прошли с каждым из своих воспитанников. В этом году из стен Алданского политехнического техникума выходит больше 220 человек. Из самого техникума выходит больше 170 и остальные ребята из Нерюнгринского филиала. В целом 16 ребят получают дипломы с отличием. Массовым в этом году стал выпуск в Алданском медицинском колледже. Церемония вручения документов об образовании состоялась в районном доме культуры. Из почти 160 медсестер, акушерок и фельдшеров 25 уже медработников получили дипломы с отличием. У меня выпускается группа фельдшеров. Я очень к ним, конечно, привыкла. Замечательная группа. Все детки целеустремленные, самостоятельные, здравомыслящие, хорошо учащиеся. Хочу пожелать, чтобы мечты сбывались у них. И, конечно, чтобы каждый нашел нишу в здравоохранении, была любимая работа. Ну и успеха во всем. Студенчество недаром называют самой прекрасной жизненной порой. И сегодня выпускникам, конечно, грустно расставаться с наставниками, которые всегда помогали, и с товарищами, с которыми был съеден не один пуд соли. Хотелось бы, конечно, побольше, еще просто так, хоп, и все время прошло. Абитуриентам хочу пожелать, самое главное, не прогуливать пары. А если начали прогуливать, то и смысла нет продолжать. Как показали результаты экзаменов и защита дипломов, специальности и профессии выпускниками освоены в полном объеме. Прочной является и практическая база навыков. И совсем скоро коллективы предприятий и организаций пополнят новые сотрудники. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Кроме того, торжественная церемония вручения дипломов состоялась и в Южно-Якутском технологическом колледже в Нерюнгри. Выпускники получили документы о среднем профессиональном образовании по более чем 25 востребованным на рынке труда специальностям. Подробности смотрите в сюжете наших коллег. Выпускной – это в первую очередь подведение итогов. Сегодня Южно-Якутский технологический колледж выпускает 292 студента, 30 из них получают дипломы красного образца. Это результат стремления к знаниям студентов, слаженной работе педагогического коллектива и технического персонала колледжа, поддержки и помощи родных. Мы технологическое образовательное учреждение, ориентировано в первую очередь на угольную промышленность, энергетику. И, соответственно, весь наш выпуск, он в основном находится в этой области. Но
Но также мы выпускаем информационщиков, и сегодня выходит 2 группы: информационные системы и программирование, специалисты хорошей квалификации, которые также пополнят ряды наших организаций и наших промышленных предприятий. Без них тоже никуда. Благодаря тесному взаимодействию колледжа с ведущими компаниями района большинству выпускников гарантирована работа по профессии на местных предприятиях. Настоящие дипломированные специалисты, которые имеют очень высокий уровень знаний, очень высокий уровень компетенции. Это подтверждает тот ажиотажный спрос наших промышленных предприятий на ваши руки, на ваши мозги и на ваши знания. Вместе с дипломами многие уже сегодня получили путевки на трудоустройство, в том числе и Ольга Заводская. Девушка после 9 класса в течение 4 лет училась по специальности электроснабжения по отраслям, получала знания в теории и на практике. Теперь Ольгу ждут на Нерюнгринской ГРЭС уже не в качестве практиканта, а полноценного сотрудника компании. Я на этом предприятии проходила в разных подразделениях практику. Проходила в одном отделе, в другом. Сейчас я именно там прохожу практику в цехе, в ЦВР, и дальнейшее трудоустройство я планирую попасть туда, потому что там и коллектив очень хороший, там объясняют мне, что я не понимаю, и по моей специальности там есть вакансии. Уже сейчас в Южно-Якутском технологическом колледже активно работает приемная комиссия. В новом учебном году колледж принимает 650 человек. Не пройдет и 2 месяцев, как учебное заведение вновь распахнет свои двери для студентов, будущих высококвалифицированных специалистов. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Ленске отпраздновали День реки Лена уже в 12-й раз. Этот праздник был учрежден для сохранения уникального природного объекта, главной водной артерии нашей республики и одной из величайших рек в мире. Этот день на улице Набережной возле Стеллы для горожан и гостей города был организован праздничный концерт. В ходе мероприятия прошел обряд освещения реки, а творческие коллективы представили зрителям яркие номера. Также накануне работники городской администрации провели субботник, очистив большую часть набережной. Завершилось празднование дружеским танцем Осохой. Я желаю нашей красавице нести свои воды и продолжать, как это было 1000 лет, в сторону Северо-Ледовитого океана. Нам беречь нашу речку, не мусорить ни в коем случае. И чтобы в паводок она нас поменьше беспокоила. С праздником! В Москве активно идет подготовка к ИСЭХу. Напомню, в этом году он посвящен 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии. Событие пройдет 19 июля в самом центре Москвы в парке Зарядье. Каждый год в организации столичного ИСЭХа принимает участие один из районов республики. В этом году Амгинский. Именно он в 2024 году проводил у себя ИСЭХ Олонхо. Обязательной частью столичного праздника станут обряды очищения и благословения. Планируется концерт, спортивные состязания, выставка-ярмарка народных промыслов и многое другое. Национальный праздник ИСЭХ, который традиционно мы ранее проводили в парке Коломенское, в этом году мы проводим в парке Зарядье. В парке Зарядье будет проводиться 6-й фестиваль Русского географического общества, посвященный 180-летию этой уважаемой организации. И в один из дней, а именно 19 июля, будет организован национальный праздник ИСЭХ, на котором мы традиционно ждем всех жителей, гостей Москвы, наших земляков из Якутии. Весенняя охота для одного из жителей Якутска закончилась неожиданно. Помимо свежей дичи, у горожанина подсадная мама-утка преподнесла новое семейство. Все подробности утиной истории знает Эржен Гармаева. Этой весной заядлый охотник Григорий Федоров решил опробовать новый для себя метод ловли на подсадную утку. Для этой цели Григорий вместе с другом приобрел самку кряквы. Охота выдалась удачной, а птица вернулась с нее не только целой и невредимой, но еще и с кличкой. Вначале не очень-то верили, что она может подзывать. Ну а потом сидим с другом, и она начала орать, и самцы пролетают. И мы такие разговариваем, говорит, смотри, стерва, говорит, орет, слышь, а пацаны пролетают. И вот как-то у нее кликуха осталась такая.
После окончания сезона охоты пристанищем стервы стала Лужица за домом Федоровых. Там же утка обзавелась диким ухажером. И в один прекрасный день прилетел самец дикий Кряква. И вот он тут неделю прилетал, жил здесь это свидание было. В результате птичьих рандеву появилось 6 яиц. В ожидании утят стерву выхаживали всей семьей. А самка, несмотря на свою малоприятную кличку, оказалась прекрасной мамой. Она очень хорошо относится к своим детям, уточкам, смотрит за ними. И все 20 дней, по-моему, она прямо над яйцами сидела. Даже мало кушала. Я смотрю, вообще не выходит. Все время сидит над яйцами. Мама на месте. А где же папа? После зачатия детей самец свою даму покинул. Но Григорий его не винит. Таковы уж законы животного мира. Но у интернет-публики, с которой Григорий делится утиными историями, пропажа новоиспеченного отца вызвала негодование. Некоторые ругаются. Самец, говорит, попользовал, покушал, да улетел. Ну, сама природа такая, он же не человек. И, кстати, свадьбы тоже не было, поэтому она вольная птица. Он вольный мужик, красавчик. На семейном совете решили, что утку и ее детей нужно вернуть в лоно природы, отдать то, что у нее забрали, говорят Федоровы. В качестве дома для птичьего семейства выбрали озеро Сайсары. На волю уток отпускали под одобрительные возгласы толпы. История хорошо кончилась. Они на природе у себя. И вот уже дети уже порадовались. Горожане встретили птиц радушно и даже угостили их лакомствами. Жизнь на новом месте утки начали весьма благополучно. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.